Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И в студии Константин Попудренко. И вначале коротко о главном. Огромная очередь образовалась в Симферополе за бесплатной раздачей творожного пирога во время празднования Масленицы. Чтобы получить порцию лакомства, люди занимали очередь еще за 2 часа до начала мероприятия. Дорогие крымчане, если вдруг решите сжечь чучело Масленицы, у нас есть несколько вариантов того самого чучела. С праздником вас, крымчане! Так называемый министр труда и социальной защиты оккупированного Крыма Елена Романовская появилась в вызывающем и безвкусном наряде. Она надела алое пальто с огромной аппликацией в виде розы на правом плече. При этом справа на груди она приколола георгиевскую ленточку. Как мы можем видеть на фото, любая одежда может быть модной, если вам пофиг. Ах ты, сучка ты, крашена. 8 марта на привокзальной площади Феодосии. Байкеры поздравили феодосиек с Международным женским днем. Мероприятие прошло в рамках мотопробега «Мото-весна-2016». 20 мотоциклистов поздравили женщин с праздником и вручили им гвоздики. Ну что тут сказать, потратились так потратились. Ведь отныне 8 марта в оккупированном Крыму – это единственный день в году, когда в цену за цветы включают топливные сборы и налог на пыльцу. В свою очередь и Сергей Аксенов поздравил крымчанок и даже пообещал увеличить количество женщин в крымском правительстве. Но вдруг что-то пошло не так. Дорогие девушки, поздравляем вас с вашим днем. Иди убирай свое говно с Говно крыльца. свое с крыльца убирай. Что такое срать? Иди убирай. Иди давай. Убирай говно. Свое на зачем? крылечке оставь. Гамина, срать ходишь сюда. Раздвинуть сволочь. Иди убирай говно свое. Ну а если серьезно, с прошедшим вас, милые женщины. Крымские власти приняли решение закрыть фестиваль «Казантип». Все должно быть в рамках закона, отметила так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская. Вот, собственно, вся речь прокурора. Если даже его не закроют, то проведут под видом байк-шоу. Сами же байкеры обещали приехать в Поповку на колесах. Интересно, на чем они приезжали раньше? В данный момент ведутся работы по созданию альтернативных площадок для проведения мероприятия. Поговаривают, что фестиваль также будет проводиться в Верховном Совете Крыма, ведь где, как не там, можно встретить завсегдатых такого рода фестивалей. И они, кстати, ни разу не спалились. Вот, к примеру, Ремзи Ильясов. Или Руслан Бальбек, как говорят в народе, завтыкал. Идем дальше. Ни разу не спалился и Сергей Аксенов. Опачки! Ну и как же ж без самого Владимира Владимировича? А ведь мало кто знает, но утром, что в Верховном Совете Крыма, что на Казантипе, бывает так тихо, что слышно, как сужаются зрачки. А вообще не все довольны закрытием фестивалей, к примеру, бабушки. Ведь они всегда с нетерпением ждали возвращения своих внуков с Казантипа, потому что те после этого много кушают и быстро копают огород. В связи с тем, что много крымских пенсионеров-маразматиков мечтали умереть в России, в Крыму кадыровцами была создана благотворительная организация «Исполнители мечты». Девиз организации «Не откладывай мечту на завтра, мы исполним ее сегодня». Счастливчиков волонтеры организации выбирают сами и предлагают широкий выбор способов исполнения мечты.
Крым наш. Мечты сбываются. Криминальная новость. Уголовник Аксенов, которого Путин назначил премьером Крыма, запретил все книги о гоблинах. И о сезоне. Как мы знаем, в Зимбабве летом плюс 50, а в Крыму всего плюс 30. Таким образом, в Крыму ожидают потоки богатых зимбабвийских туристов, которые приедут на полуостров прохлаждаться. А если серьезно, то сезона не будет. Ведь, как поется в известной песне про Крым, не летят туда сегодня самолеты и не ездят даже поезда. В последнее время про Крым стали появляться огромное количество шуток и анекдотов. Вот самый свежий из них. Приходит мужик в бар, заказывает кружку пива. Бармен: 200 рублей. Мужик: всегда ж по 100 было. Бармен: ну теперь так, 100 рублей на пиво, 100 рублей на Крым. Мужик вздохнул, достает 200 рублей. Бармен берет и протягивает ему 100 рублей сдачи. Бармен: пива нет. Сообразим три, а? Грешно смеяться над больными людьми. Акция протеста фермеров и владельцев частных подворий прошла в центре Симферополя. Собравшиеся потребовали отменить на территории Крыма карантин по заболеванию африканской чумой свиней. Инициативная группа протестующих предпринимателей в закрытом для журналистов режиме пообщалась с министром сельского хозяйства республики. имам! Silence! One speaking time! No, one! It's not gonna work, guys! Who are you voting for? Судя по их словам, конкретных сроков отмены карантина названо на встрече не было. В местах компактного проживания крымских татар оккупационная власть создает так называемые ТОСы – территориальные органы самоуправления. Заместитель главы оккупационной администрации Симферополя Тейфук Гафаров заявил, что ТОСы позволят держать связь с местными жителями. Об этом он рассказал в эфире оккупационного телеканала «Миллет». Это на самом деле на сегодняшний день очень важно, потому что ранее действующие органы самоуправления, они где-то ушли в небытие, и на самом деле, получив законное право предоставлять интересы своих микрорайонов, получив соответствующую уставу, мы видим, могут на равных проводить встречи с руководством администрации, различных органов, комитетов. Везде у нас общественность активно включилась в работу, именно благодаря работе этой общественности удается решать все вот эти вопросы, и они полностью вошли в правовое поле Российской Федерации. Говоря о ранее действующих органах самоуправления, Гафаров имеет в виду местные меджлисы. Однако не использует это слово в своей речи. Ведь он сам член Милли Меджлиса, один из 33 человек, входящий в состав представительного органа крымско-татарского народа. Эх, Тейфук, Тейфук, дам один совет. Для того, чтобы создать хотя бы подобие Меджлиса, нужно, чтобы отросли волосы и молоко на губах подсохло. А вообще, как мы можем видеть, у оккупантов с креативом все в порядке. Помните, начинали с кота, что в переводе, простите, попа. Продолжили газетой «Мираба». Не правда ли звучит как «мир раба»? Ну и закончили ТОСом, которое созвучно со словом «тоз» – «пыль». И вправду они могут пускать пыль в глаза не только крымчанам, но и всему миру, запрещая все крымско-татарское и рассказывая о том, как крымские татары этому рады. А что, ведь именно этим они и занимаются. Оккупанты дали новое объяснение проблемам с электроэнергией в Крыму. Оказывается, в процессе строительства обнаружена уникальная находка. По их версии, находка может относиться к 7-8 векам до нашей эры. И исследователи полагают, что данный комплекс – дело рук неизвестной науки цивилизации. Лучше бы вы мозги нашли. А вообще,
Лучшее доказательство наличия развитой цивилизации – это то, что они не вступают с россиянами в контакт. Врачам в РФ разрешили изымать органы умерших без согласия родственников. Таким образом, если пациент или его родственники заранее не оповестили больницу о негативном отношении к трансплантации, то врачи имеют право изъять органы умершего и не предупредить об этом семью. Мы думаем, что таким образом они выискивают самый большой человеческий орган. Естественно, это попа. Ведь только в нее может поместиться такая необъятная страна, как Россия. Видимо, одной уже им не хватает. На сегодня это все новости. С вами была информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». С вами был Константин Попудренко. И глядя на все происходящее на полуострове, хотелось предложить крымчанам освещать улицы и дома горящими российскими паспортами. Говорят, они очень ярко горят. Все буде добре. До побачення.